Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Многочисленные переломы и травмы. Слон покалечил работника цирка. Не выпустим в эту программу уже этих слонов в манеж цирка уже 100%. Куда отправят непослушных слоних Дженни и Магду? Об этом Алия Хайрудинова. Женщина с ребенком застряла в лифте на надземном переходе. Прибыл механик организации, обслуживающий лифт. Но что делать, он не знал. Почему проблемы с лифтами у дорог становятся уже вечными, разбирался Слава Хамадулян. Дорожные ямы, как подснежники. Здесь ужас какой-то творится. Каждый год латают, и все по-прежнему. Весна, и снова все разбито. Как казанские дороги готовятся встретить весну, узнала Нафиса Минязова. О культуре в неформальном разговоре. Работать с каждым днем все сложнее, и если мы не будем выстраивать экосистему культуры. Что обсудили на неконференции работники культуры со всей республики, знает Вероника Гайнудинова. Казанский цирк решает, куда отправить слонов, которые за одну неделю устроили 2 ЧП. Очередная неприятная история с артистками цирка произошла накануне. Одна из слоних напала на сотрудника. 29-летний Эдуард Шишенбеков был срочно госпитализирован в 7-ю больницу Казани. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Будут ли в цирке представления, куда отправят многотонных красавиц и вмешается ли в дело трудовая инспекция? Алия Хайрудинова продолжит. Слоны больше не будут выступать на арене казанского цирка. Очередное ЧП с их участием произошло накануне. Одна из самок напала на 29-летнего Эдуарда Шишенбекова. Мужчина был сотрудником цирка и давно ухаживал за животными. Но в этот раз слониха повела себя агрессивно и отшвырнула мужчину. Пострадавший получил закрытые переломы грудных позвонков, плечевой кости, а также ребер. Сейчас он находится в 7-й городской клинической больнице. Его состояние средней степени тяжести, говорят врачи. Артистки цирка Дженни и Магда принадлежат частному лицу. Одной 46, другой 48 лет. По природным меркам бальзаковский возраст. В среднем слоны доживают до 70 лет. Всю пандемию эти слонихи прожили в Перми. Куда последуют сейчас, неизвестно. Был проведен внеплановый инструктаж со всеми сотрудниками аттракциона, как с дрессировщиком, так и с служащими. Вот, собственно говоря, я думаю, что мы не выпустим в эту программу уже этих слонов в манеж цирка уже 100%. Сейчас мы рассматриваем варианты того, куда они смогут уехать. А вот цирк может попасть в поле зрения прокуратуры, МВД и трудовой инспекции. Работодатель, когда происходит несчастный случай с его работником, обязан известить в течение суток Государственную инспекцию труда, а также и прокуратуру. На сегодняшний день, по информации Государственной инспекции труда в Республике Татарстан, никаких извещений от работодателя о данном происшедшем несчастном случае не поступало. Напомним, неделю назад слонихи подрались во время шоу. Среди зрителей началась паника. Им пришлось вернуть деньги за билеты. Артистки-тяжеловесы не пощадили и арену. Казанский цирк оценил ущерб в 1 миллион рублей. Тогда выступления слоних Дженни и Магды приостановили временно. Теперь же они прощаются с казанским манежем навсегда. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, Адель Миндубаев, ТНВ. Казань. Есть ли в районах республики вся необходимая социальная инфраструктура? Кому не хватает школ, где срочно надо строить детские сады? Анализом ситуации займется Институт пространственного развития. Он будет создан в ближайшие дни. Такое поручение сегодня дал Рустам Минниханов. Так необходимо обеспечить организованную перевозку детей в школы в пригородах, где отсутствует соответствующая инфраструктура. Также президент поручил провести анализ территорий на потребность в школах и оформить техзадания на проектирование. Рустам Минниханов отметил, следует исходить исключительно из реальной потребности людей. Не по количеству домов, а по количеству населения. Новый институт должен установить, где руководители муниципалитетов принимали решение о строительстве жилых массивов без учета инфраструктуры, что впоследствии привело к трудностям у местного населения. Сегодня в Нижнекамске заселили 120-квартирный соципотечный дом. Ключи от новых квартир получили 70 городских семей. Это первое с начала года заселение. Многоэтажка построена по национальному проекту «Жилье и городская среда». Здесь будут жить работники группы компаний «Татнефть».
С момента начала реализации программы с 2006 года компании «Татнефть» выделено более 1700 квартир для сотрудников ТАНЭКа. По итогам прошлого года это 182 квартиры. То есть идем уверенными темпами. Это большая программа. Сегодня в очереди у нас чуть более 200 сотрудников. В этом году по всей республике будет построен 161 дом. Это более 5000 квартир. Все они сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла. Мы были очень рады, мы и до сих пор рады. Мы даже в некоторый момент не осознаем еще даже в полном объеме, что все-таки мы будем жильцами нового микрорайона. Это все-таки новый этап в жизни. Меньше 3 дней остается до старта кампании по приему детей в школу. Речь о первоклассниках. Их ожидается более 54,5 тысяч. С этого года принимать документы у родителей начнут с 1 апреля. Кого примут в первую очередь и смогут ли избежать жалоб родителей на коррупционные нарушения? Юлия Гоголева продолжит. На сегодняшний день школу будущего первоклассника у нас посещает 50 человек. Думаем, что человек 30 из них точно по микрорайону и придут в первой волне записываться. К зачислению будущих первоклашек в 50-й Казанской гимназии все готово. Как и в прошлом году, набрать здесь планируют 2 первых класса. Вокруг школы очень много съемного жилья, очень много общежитий. Поэтому есть ребята, которые с нашего микрорайона, есть ребята, которые к нам приезжают из других микрорайонов, потому что родители работают в центре района. Как и по всей России, документы в этой школе будут принимать с 1 апреля. Для удобства советуют родителям записываться по телефону заранее на конкретное время и день. В первую очередь документы примут у тех, кто проживает в домах, закрепленных за конкретной школой. Далее будут дети, у кого братья и сестры уже учатся в данном учебном заведении. Также в первую волну до 1 июля зачислят детей военнослужащих и сотрудников МВД. У них льготы. И только после этого начнут принимать документы у тех, кто не по прописке. Обычно именно у этой категории жителей к руководству школ бывает больше всего претензий. Места остается мало, а желающих попасть в школу несоизмеримо больше. Родители придумывают разные способы. О таких ухищрениях в начале марта высказался и президент Татарстана. Прописывают детей в резиновую квартиру где-то, да, но так же нельзя. Да. Это, между прочим, вопрос Казани. Немножко эти вещи надо следить. Все видно, прозрачно. В прошлом году от жителей Татарстана были жалобы в надзорные органы. Кого-то не брали по прописке, кому-то отказали из-за результатов тестирования. Как выяснили следователи, в 167-й школе были факты получения взяток на общую сумму 105 тысяч рублей за место в 1 классе. Дело дошло до суда. Директор получил штраф 100 тысяч рублей. Проверку проводили и в 7-й Казанской гимназии. По прописке к ней относились жители всего лишь 2 домов. Действительно, были определенные замечания, нерациональное распределение по ряду школ, однако на сегодняшний день этот вопрос контролируется и мониторится. Все дома были распределены, исходя из принципа рационального распределения. В Министерстве образования еще раз напоминают, результаты тестирования на поступление в школу влиять не должны, только очередь. Поэтому с подачей документов, даже если вы по прописке, советуют не тянуть. Если же с местом в школе вашему ребенку все-таки отказали, и вы считаете это необоснованным, обращайтесь в Департамент надзора и контроля в сфере образования. Юлия Гоголева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Казанские лифты надземных и подземных переходов могут встать, так и не поехав. У части из них в этом году заканчивается срок эксплуатации, хотя ежедневно и круглосуточно они не использовались. Горожанам сначала нужно умудриться попасть на работающий лифт, а затем и выбраться из него. Иногда не обходится без помощи спасателей. Почему деньги выделены, а лифты не едут, разбирался Салават Мухмадулин. Пенсионеры волочат сумки, мамочки с детьми в колясках еще в надежде, инвалиды даже не заглядывают. Они уже отрезаны от другой стороны дороги. Лифт надземного перехода на Амирхана сегодня снова не работает. Они не работают никогда. Они вообще по Казани, по-моему, нигде не работают. Из-за того, что они не работают, я даже не перехожу на ту сторону района, и это очень неудобно. Это соседний надземный переход, и лифт тоже не работает. Хотя здесь горят цветовые индикаторы, только вот нажимать кнопку «Вызов» бесполезно, да и дверь закрыта. Но за редким исключением они, похоже, работают. На днях здесь застряла женщина с годовалым ребенком на руках. Она позвонила в аварийную службу, только вот механики ничем помочь им не смогли. Прибыл механик организации, обслуживающий лифт. Но что делать, он не знал. Дежурная смена спасателей прибыла на место в 19 часов 38 минут.
При помощи трехколенной лестницы спасатели извлекли из лифта 30-летнюю женщину и годовалую девочку. В итоге в застрявшем лифте мама с ребенком провели почти 2 часа. И это на фоне того, что 1,5 года назад исполком города потратил на ремонт таких подъемных платформ больше 22 миллионов рублей. В прошлом году уже 42 миллиона. Исполнитель контракта – та же организация, что обслуживает лифты сегодня. Поставили 10 новых платформ с учетом наших, так скажем, особенностей, если это можно так назвать, я про вандализм. Поставили антивандальные стекла, перенесли с заводом, согласовали замок. Они с видеонаблюдением. Андрей Алехин утверждает, лифт на Амирхана проходил техобслуживание 10 марта. Так почему же он сломался? Компания называет 2 причины. Срок эксплуатации истекает в этом году и действия вандалов. Вот, например, дети пытаются сломать камеру. У кого-то это даже получилось. Только вот новые антивандальные лифты тоже работают с перебоями. Вот двери этого не открываются, хотя объект считается исправным. В муниципальной собственности города Казани в надземных и подземных переходах имеется 52 подъемные платформы. На сегодня исправно функционируют 42. По оставшимся платформам работа ведется с перебоями. Это в основном платформы иностранного производства, у которых в связи с длительной эксплуатацией и климатическими условиями выходят из строя электронные платы, блоки управления, отводка привода дверей, а также совершаются вандальные действия. Здесь уже возникает другой вопрос. Почему приобретались подобные платформы, которые не соответствуют российскому климату? Эта история тянется уже больше 7 лет. Большинство лифтов появилось перед универсиадой. Сначала город говорил о том, что они не на его балансе. Дальше вмешались вандалы. В итоге часть подъемников просто демонтировали, некоторые так и не отремонтировали. В этом году у установленных в 2013 лифтах заканчивается срок эксплуатации. И что с ними будет, вопрос пока открытый. Салават Мухаммадуллин, Алмазия Динов, ТНВ. Казань. 93 миллиона рублей на ямочный ремонт. Деньги выделены из муниципального дорожного фонда. В Казани планируют залатать ямы на площади более 45 тысяч квадратных метров. Это около 7 футбольных полей. Из числа разбитых уже можно исключить улицы Дзержинского, Подлужную, Тихомирного, Гладилова, Оренбургский тракт и Аметьевскую магистраль. Ремонта каких улиц ждут казанцы, узнала Нафиса Минязова. Колес постоянно протыкаются, люди выбрасывают шипы, то саморезы, то бывает по булыжникам проедешь. Пообщавшись с водителями Казани, можно составить топ самых убитых дорог столицы. Езда по ямам на работу и обратно – ежедневный квест Марселя Салихова. По его словам, самая разбитая – Тверская улица, хотя ремонт тут был ровно год назад. А это уже улица Соловецких. Ёмкой, как мы видим, к ремонтным работам здесь даже, видимо, не приступали. Однако для автолюбителей здесь проезд затруднен. Сейчас мы проверим, соответствуют ли ямы госстандарту. Глубина должна быть менее 5 сантиметров, здесь все 10. Ширина не должна превышать 15 сантиметров, здесь мы видим уже все 120. А вот длина не должна превышать 1 метра. Здесь как минимум 180 сантиметров. В нашем рейтинге 3-ю строчку занимает мост Миллениум. Здесь ямы успели залатать на радость водителя. Из списка убитых теперь можно исключить и улицу Гладилова. Выбоины закрыли литым асфальтом, им можно пользоваться при минусовых температурах. Как только потеплеет, начнут использовать горячий асфальтобетон. В этом году в Казани хотят залатать ямы на площади 45 тысяч квадратных метров. Найти днем дорожных рабочих дело непростое, поскольку к ремонту они приступают примерно после 9 часов вечера, чтобы не мешать водителям и не создавать дорожных заторов. На улице Подлужная к ремонту приступили примерно неделю назад, и вот мы видим уже свежие заплатки. Как сообщили сегодня в исполкоме, в первую очередь будут ремонтировать загруженные участки дорог, но обещают прислушаться и к автолюбителям. Вы можете обратиться как в администрацию района, так и в комитет внешнего благоустройства. Мы обязательно учтем вашу заявку, но я в своем выступлении говорил, что прежде всего будет делаться ямочный ремонт на улицах, которые имеют наибольшую нагрузку и движение общественного транспорта. Для дорожных служб зимний режим будет действовать до середины апреля, но они уже сегодня подвели первые итоги. Обильные снегопады этой зимой выявили ряд проблем в городском хозяйстве, которые отразились на сроках и качестве уборки дорог. Многочисленные жалобы казанцев сегодня в мэрии объяснили, убираемая площадь дорог выросла в 2 раза, количество автомобилей увеличилось втрое. Нынешняя зима действительно была снежная, но выявила и ряд проблем. Я имею в виду нехватку дорожных рабочих,
рост расходов на уборку, стоимость дизельного топлива. Ужасно невозможно ездить. Где-то чистили, а где-то не очень чистили, если честно. Затянули местами. Сами за городом, конечно, живем. За городом чистят лучше, чем в городе. Но основные дороги чистят, дороги никогда никто не чистил. Руководитель исполкома поручил в кратчайшие сроки очистить от снега тротуары. Жителям нужно ходить на работу, водить детей в детские сады, сказал Рустем Гафаров. Много снега сейчас в местах так называемого временного складирования. Коммунальщики подождут, когда снежные горы растают сами, и обещают вывести мусор, который привезли вместе со снегом. Нафиса Минязова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Пандемия подогрела размеры автокредитов. По этому показателю Татарстан на втором месте среди регионов России. В чем причина? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Москву. В столице президент провел ряд встреч. В частности, он обсудил вопросы несения воинской службы призывников из Татарстана с контр-адмиралом, начальником штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Ильдаром Ахмеровым. Кроме того, Рустам Минниханов встретился с председателем правления Сибур холдинга Дмитрием Коновым. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В Татарстане могут запустить пилотные проекты в области цифровизации здравоохранения. Об этом сегодня говорил Рустам Минниханов на встрече с представителями Минздрава России в Москве. Ее участниками стали заместитель федерального министра Павел Пугачев и представители Центра компетенций и фармстандарта. Президент республики подчеркнул, что цифровизация отрасли здравоохранения позволит повысить качество жизни граждан и эффективность предоставления услуг. В системе здравоохранения есть то, что реально можно серьезно улучшить. Там эффективность, скорость, качество по здравоохранению. Поэтому мы очень заинтересованы. На 79-м году жизни скончался заслуженный работник сельского хозяйства республики, бывший председатель колхоза «Алга» Алексеевского района Мансур Халилов. Его многолетний плодотворный труд и достижения были отмечены высокими государственными наградами. Его приоритетом всегда было сохранение села и создание комфортных условий жизни сельчан. Светлая память о Мансуре Халилове, профессионале высокого класса, навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе, который подписали Рустам Минниханов, Митимер Шаймиев, Фарид Мухаммедшин, Алексей Песошин, Азгат Сафаров и другие. В перечень основных народов в Конституции Афганистана включат и местных татар. А в 4 провинциях этой Исламской республики начнут преподавать татарский язык на государственном уровне. Об этом стало известно сегодня на церемонии подписания соглашения между Академиями наук Татарстана и Афганистана. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители Академии наук Татарстана и Афганистана. В течение ближайших 5 лет наши специалисты совместно с афганскими коллегами будут работать в различных сферах, от гуманитарных до переработки сырья. Это история, археология, культура, языки. И в области естественных наук. Это в основном это по добыче, очистке, переработке сырья, в чем Татарстан очень силен. Как отметили, обмен делегациями начнется после пандемии коронавируса. Академия наук Афганистана учреждена в 70-е годы. Тогда они активно работали с советскими учеными. Сотни афганских специалистов получили образование в лучших вузах СССР, в том числе татарстанских. Несмотря на то, что Академии наук Татарстана всего лишь 30 лет, но тем не менее мы понимаем, что в Татарстане, в Казани в частности, всегда существовали высшие учебные заведения, университеты, которым более 300 лет. Взаимодействие между нашими академиями всегда имело место. Еще одна важная тема – перспективы развития татарской диаспоры. В частности, речь шла о возможном включении татар в перечень народов, упомянутых в Конституции этой страны. К слову, там наши соотечественники могут вписать в паспорт свою национальность. В Исламской республике Афганистан проживает порядка 1 миллиона татар. И благодаря поддержке правительства вот сейчас в статистику включены графа татар. Но это первый шаг был. Для нас, конечно, очень важно дойти до Конституции. Исламская республика Афганистан, конечно, если мы сможем внести национальность татар, для нас это будет большая честь и историческая справедливость. Сейчас идет работа по преподаванию татарского языка в некоторых школах Афганистана. Вот на сегодняшний день мы договорились с 4 провинциями, и скоро в их школах на государственном уровне будут преподавать в обязательном порядке татарский язык. Сотрудничество между 2 республиками продолжится. Следующий документ подпишут торгово-промышленные палаты Татарстана и Афганистана. Рамиль Галюлин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.
Куда обращаться, если вы решили усыновить ребенка? Что делать, чтобы его не пришлось возвращать? И как быть, если вы заметили, что в приемной семье происходит что-то неладное? Школа приемных родителей сегодня прошла в онлайн-режиме. Встречу провела вице-премьер Лейла Фазлеева. Все ответы в нашем материале. Куда обращаться, чтобы стать приемным родителем? Обращаются в органы опеки, попечительства по месту жительства. Там им дают перечень документов для сбора, направляют в школу приемных родителей. Что делать, чтобы не было возврата детей? Мы в нашей школе работаем с чувствами. Через упражнения, через просмотр фильмов, через обсуждение. Занятия проходят в тренинговом формате. Очень важно знать о том, что было с ребенком до того, когда он пришел к вам. Иногда граждане говорят, нам не интересно копаться в грязном белье, что было у него, что было в его семье. Но на самом деле это очень-очень важно. В качестве консультантов могут быть другие приемные родители. 80% помощи приемным родителям оказывают не специалисты узкие, вот психологи, допустим, педагоги, а именно такие же приемные родители. Если вы заметили, что в приемной семье не складываются отношения, куда обращаться? Если вам ребенок вдруг рассказал о том, что с ним когда-то было, о том, что по отношению к нему были совершены какие-то насильственные действия, вы обязаны сообщить в органы власти, в органы полиции о преступлении. Если были такие моменты насильственного характера, у него нет срока давности. Половое воспитание родителями детей и в приемной семье, и в обычной семье, и в опекунской семье – это один из приоритетов для того, чтобы ребенок мог отвечать на насильственные действия в отношении себя. Как эксперты относятся к психологическому тестированию для приемных родителей? Конечно же, было бы здорово, если бы это было бы межведомственно, потому что психологи школы приемных родителей, они не все имеют, например, образование клинического психолога, медицинское образование. Граждане, которые хотят взять ребенка, они должны пройти медобследование и получить заключение психиатра. Но по факту заключение психиатра они получают в окно в регистратуре. Горячая пора наступает для выпускников и женихов. Ассортимент на любой вкус предлагают в магазине мужской одежды Mazel Tov Men. Уверенная походка и безупречный стиль. Эти парни словно вернулись с модного показа в Милане. Но формулу идеального образа создают здесь, в центре Казани, в магазине мужской одежды Mazel Tov Men. У Румиля Шаихова повод особенный. Свадьба в апреле, а костюма нет. Образ стильного жениха за считанные минуты подбирают опытные консультанты. Ботинки из натуральной кожи, фабричные смокинги, рубашки из хлопка и льна, а также аксессуары на любой вкус. Такому жениху невеста точно скажет «да». Братья Ренат и Флорид – выпускники. К школьному балу у каждого свой подход. Кому классика и благородные цвета, а кому модные тренды и дерзкие оттенки. В Mazel Tov Men более 8 сотен костюмов из России и Турции от 44 до 86 размера. У нас есть свое ателье, где при покупке костюма мы подгоним вам костюм по фигуре в кратчайшие сроки, совершенно бесплатно. Безупречные костюмы от 9400 рублей. Действует и рассрочка. Сейчас для джентльменов стартовали весенние скидки в 30% на покупку костюмов. Рубашка в подарок. Mazel Tov Men на Сибгата Хакима 41 открыт ежедневно с 11 утра до 9 вечера. Как привлечь аудиторию в театр, музей или на концерт? Где найти социальных партнеров? Как получить грантовую поддержку? Работники культуры со всей республики делятся опытом и учатся новым инструментам развития. Для них мастер-классы от спикеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Вероника Гайнудинова продолжит. Треть музеев небольших, с численностью сотрудников менее 10 человек, отмечают, что для них просто фактор выживания, работа с волонтерами. 2020 для культуры стал настоящим вызовом, отмечает сегодня каждый присутствующий в зале. Они научились работать в новом формате, ведь из-за пандемии культурные потребности населения уменьшились на 40%. Теперь задачи еще больше. Учреждения культуры должны не просто научиться работать друг с другом, но и уметь находить партнеров. Если мы не будем выстраивать экосистему культуры, в рамках которой и учреждения культуры, и государственные учреждения, и муниципальные учреждения культуры, и некоммерческие организации, они не будут постоянно находиться в диалоге, выполнять поставленные перед нами задачи будет очень сложно. Если вы найдете новые методы, те самые космические технологии взаимодействия с нашим молодым поколением в рамках не конференции, но в свете софитов,
Я вам буду признательна и благодарна, потому что мы все вместе культура. Руководители управления культуры, театралы, библиотекари, работники музеев. 170 человек со всей республики. Для них двухдневная образовательная программа от спикеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Такая простая информация, кажется, да, ну что такое партнерство. Но сегодня уже есть горизонтальные связи, есть сотрудничество с другими субъектами, есть грантовая поддержка, и где регионы могут принимать участие. Спикеры отмечают, учреждениям культуры сейчас нужно искать новые подходы развития и привлекать инвестиции помимо бюджетных. Как получить грантовую поддержку, как для этого правильно прописать свои проекты, как привлечь социальных партнеров. В этом году мы планируем решить некоторые вопросы, которые у нас существуют. Это отсутствие технической части, отсутствие интернета, отсутствие техники через гранты, через проекты. Участники также создадут свои проекты и презентуют их на форуме. Так в Дрожжановском районе снимают видеообзор «Теперь ты знаешь», посвященный Году родных языков и народного единства. Мы знакомим с народными промыслами, которые у нас до сих пор сохранились в селах. Допустим, это плетение корзин, валяние валенок. Завтра обсуждение проектов продолжится. Самые интересные предложения будут воплощаться в жизнь. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Впервые в Татарстане за жизнью солнечных орлов может наблюдать любой желающий. Камеру установили на дереве, где хищники свили гнездо. Эта пара решила вывести потомство в лесах Альметьевского района. В режиме реального времени на социальной странице Национального парка Нижняя Кама можно увидеть повадки могильников, так еще называют солнечных орлов, услышать брачный зов, а также подглядывать за их семейной жизнью. Это не первый опыт видеонаблюдения. Орнитологи уже несколько лет таким образом следят за орланами, белохвостами и другими птицами. Сам, конечно, меж каждый день ремонтирует свое гнездо, приносят ветки, укладывают их, очень дружно работают. Кстати, в этом году они прилетели на 5-6 дней позже, чем в прошлом году. Пока на этом все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Здравствуйте! Вот и первый месяц весны на исходе. Несмотря на наличие снега, все больше ощущается дыхание весны. О погоде на 30 марта чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца марта доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ночью ясно, солнечно днем. Без осадков и тепло +6. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также ясно. Ночная температура по-прежнему минусовая, а днем воздух прогреется до 7 градусов выше нуля. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше осадки не ожидаются. Будет ясно и тепло, +8. Все отчетливее чувствуется пробуждение природы и в Арске, в Кукмаре, в Балтаси. Солнце яркое, ветер умеренный и без осадков. На юго-западе, в Болгаре, Дрожжаном, Буинске осадки не прогнозируются. Будет тепло. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше ясная погода, радуют плюсовые температуры в дневные часы. В среду вновь набегут облака и ожидаются осадки. И еще одна интересная информация. БТИ Республики Татарстан. При оформлении заказа через официальный сайт bti.rt.ru получите скидку 10%. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Во вторник в Казани будет ясно и без осадков. Ночью -3, а днем до 7 градусов выше нуля. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Берегите свое здоровье. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.